Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе. В дружественной конструктивной обстановке в Пицунде прошла встреча Рауля Хаджимба и Владимира Путина. Неудачный грузинский блицкриг, предопределивший геополитический расклад в Закавказье, в Южной Осетии и Абхазии, вспоминают жертв агрессии августа 2008-го. Сегодня, в день 9-й годовщины августовских событий 2008 года, в Южной Осетии состоялся рабочий визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Абхазию. В Пицунде вначале прошла встреча президентов Рауля Хаджимба и Владимира Путина в формате 1 на 1. А затем состоялось расширенное заседание с участием премьер-министра Абхазии Беслана Барцыц и министров социально-экономического блока правительств двух стран. В рамках встречи было подписано соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. В системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказании медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. По итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба сделал заявление для прессы. По словам Рауля Хаджимба, встреча с Владимиром Путиным традиционно прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, была чрезвычайно полезной с точки зрения общих интересов Абхазии и России. Как отметил Рауль Хаджимба, на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Абхазии. Реализуются проекты в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением кредитных ресурсов российских банков. В целом, по словам президента, была отмечена позитивная динамика реализации положения Абхазо-Российского договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Полный репортаж со встречи Рауля Хаджимба и Владимира Путина смотрите в ближайшем выпуске новостей. Сегодня в Южной Осетии и Абхазии вспоминают жертв грузинской агрессии в августе 2008 года. 9 лет назад, 8 августа 2008 года, грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвал. Сотни погибших, среди которых много женщин, стариков и детей, тысячи разрушенных домов. Таков итог войны, которая будет всегда ассоциироваться с оставшей зловещей комбинацией цифр 08-08-08. Неудачный грузинский блицкриг на годы вперед предопределил геополитический расклад в Закавказье, причем не в пользу Грузии. К тому времени и Абхазия, и Южная Осетия уже десятилетия как пользовались статусом непризнанных, но независимых республик. Война в Южной Осетии бесповоротно изменила статус обеих республик. 9. Именно столько лет назад, 8 августа, в Южную Осетию снова пришел враг. Он пробрался в страну тихо под покровом ночи и стал убивать всех, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Цхинвал накрыл шквалом минометных и артиллерийских залпов. Ночь разрезали крики заживо горящих людей. А в это самое время весь мир праздновал открытие очередных летних Олимпийских игр в Китае. Никто и не догадывался, на какую подлость пошла Грузия, чтобы именно в этот день еще раз попытаться завоевать осетин. Операцию по уничтожению Южной Осетии грузины назвали «Чистое поле». Именно в перепаханное поле они и пытались за ночь превратить столицу республики вместе со всем живым, от мала до велика. 400 стволов установок залпового огня «Град», дальность поражения которого свыше 30 километров. За 15 минут до полуночи устроили в Цхинвале конец света. Артиллерийский налет ненадолго прекратился лишь наступлением утра. Единственная СМИ, которая в тот момент находилась в Южной Осетии, американская, поспешила сообщить миру: глубокой ночью Россия напала на Грузию. И ни единого словечка о том, что на головы спящих осетин грузинская армия бросила тысячи снарядов, а Цхинвал пыталась спалить дотла. Удары по столице Южной Осетии грузинская армия продолжала наносить из земли и с воздуха. Город практически был полностью разрушен. К утру 8 августа грузинам удалось захватить 8 сел. Все свои военные силы Грузия бросила на захват столицы. Штурм Цхинвала продолжался около 15 часов. Причем ожесточенные бои не прекращались ни на минуту. Город горел. Осетины мужественно сражались, не давая врагу пройти вглубь страны. Спустя время стало понятно: своих сил не хватит. Мощный враг, вооруженный до зубов самым различным оружием, идет напролом, не щадя никого. Южная Осетия очень нуждалась в помощи и поддержке.
сроке. И она пришла. В зону военных действий были введены подразделения 58-й российской армии и воздушно-десантных войск. Им сразу же удалось разблокировать дорогу, ведущую к Цхинвалу с севера. А в это самое время в Абхазии бронетанковые и артиллерийские подразделения вооруженных сил двинулись к границе с Грузией по реке Ингур. И то, что происходит сегодня в Южной Осетии, это то, о чем мы предупреждали и мировое сообщество, и наших друзей, что это может быть. И Саакашвили сделал это. Он показал свое лицо, лицо агрессора, человек, которого должен судить международный трибунал. Мы сегодня подняли наши вооруженные силы частично и выдвигаемся в сторону грузинской границы. Вот. Сейчас ведем диалоги с миротворцами, стараемся сделать так, чтобы и миротворцы выполнили свою миссию, поскольку мы никогда не нарушали взятых на себя обязательств. И тем не менее, в зависимости от того, какова будет складываться ситуация в Южной Осетии, мы свое движение не остановим. Чтобы пресечь любую попытку развязать войну и в Абхазии, была объявлена боевая готовность номер 1. И подразделения абхазской армии были стянуты не только на границу с Грузией, но и к Кадорскому ущелью. Враг продержался в Южной Осетии недолго. Трусливо поджав хвосты, грузинские вояки спешно покинули Южную Осетию, оставив за собой слезы, горе и разруху. Август 8-го стал переломным для всего Кавказа и для геополитического расклада вокруг него. Интерес к региону не пропал, а наоборот, возрос. Но именно война в Южной Осетии приблизила нас всех к заветному дню, уверенно говорят сегодня ученые. К 2008 году позиция России на Кавказе менялась. Мы знаем, когда задействованы в нашем уголке, на северо-западном Кавказе, интересы супердержав. И когда мы говорим о том, что тут позиции России укрепляются, естественно, это приводит к тому, что позиции другой супердержавы, которые противодействуют России, должны, наоборот, уменьшаться. И это не может происходить безболезненно с точки зрения политики и геополитики. И мы оказались в эпицентре этих геополитических противоречий, фактически на геополитическом изломе. Событие, о котором мы говорим, 8 августа 08, которое в истории осталось, да, это как бы стало детонатором, которое в конце концов завертело геополитическую атмосферу до такой степени, что в конце концов за короткий срок Россия пришла от декларативных заявлений о признании территориальной целостности Грузии до признания государственной независимости. Прошло 9 лет. За эти годы какие только маститые дипломаты и политики не брались за разрешение наших отношений с Грузией. На всевозможных уровнях не раз говорили о необходимости Грузии подписать мирный договор с Абхазией и Южной Осетией. Но именно этот документ грузинское руководство упорно отказывается подписывать уже на протяжении многих лет, делая вид, что всерьез обсуждает его. По итогам конфликта 2008 года на базе так называемых договоренностей Медведева-Саркози был создан Женевский международный формат, который призван решить вопросы урегулирования грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов. Этот формат уже действует на протяжении 9 лет, он возник сразу же после окончания конфликта. Но, к сожалению, серьезных результатов пока нами не достигнуто. Основная задача абхазской дипломатии на этом международном форуме заключается в том, чтобы подписать мирный договор, обязывающий договор между Абхазией и Грузией и, соответственно, между Южной Осетией и Грузией. Мирный договор, который бы давал международные гарантии относительно того, что Грузия в дальнейшем не применит силу, вооруженную силу в отношении наших республик. Грузия всячески отказывается идти на подписание этого договора, хотя текст этого договора достаточно часто меняется, вносятся какие-то поправки, в том числе со стороны грузинских коллег. Но, тем не менее, мы не можем прийти к какому-то общему результату. Запад до сих пор не определился с тем, кто прав, кто виноват в очередной войне, развязанной Грузией против мирного населения Южной Осетии. Нет ответа на вопрос, почему погибли тысячи людей, и не только в августе 2008-го. Мы сталкиваемся с тем, что позиция Грузии зачастую разделяется странами Запада. Да? Прежде всего речь идет о Соединенных Штатах, об Европейском Союзе,
фактически вся политическая среда западных стран полностью поддерживает ту политику, которую проводит Грузия. Несмотря на то, что эта политика носит такой агрессивный характер в отношении Абхазии и Южной Осетии. Мы прекрасно понимаем, что все информационные, в том числе ресурсы, задействованы на то, чтобы потакать этой политике. В том числе и на женевских дискуссиях Грузия пытается подменить формат этих дискуссий, представляя конфликт как конфликт между Россией и Грузией. Грузинские власти и представители делегации грузинской заявляют о том, что не существует конфликтов, якобы не существует конфликтов между Грузией и Абхазией, и, соответственно, Грузией и Южной Осетией, и что конфликт носит российско-грузинский такой характер, и когда его удастся урегулировать, то все вопросы между Грузией, Осетией и Абхазией будут исключены. Естественно, мы понимаем, что это неправда, что это далеко не так, но, к сожалению, грузинская информационная машина, поддерживаемая Западом, она внедряет в массовое сознание, прежде всего западного сообщества, западной политической среды, вот эту мысль, эту идею, и, к сожалению, она имеет такую популярность на Западе. Каждый раз, размышляя на тему войн и мировых конфликтов, приходит на ум история с Косово. В итоге, с точки зрения дипломатии, удачно завершившаяся. Практически одни и те же западные политики и государственные деятели говорят о приоритете суверенитета и территориальной целостности именно в случае с Грузией и праве наций на самоопределение лишь в случае с Косово. Абхазию и Южную Осетию они не берут в расчет. Мнение наших народов им не интересно. Взаимоисключающие принципы великих держав – свидетельство двойных стандартов демократического мира, с которыми нам еще придется сталкиваться на международной арене. Нис Фарш, Бабислан Джинджоли, Тимур Гугохи. Абхазское телевидение. Сегодня в Сухуме, в посольстве Южной Осетии, прошли памятные мероприятия, посвященные трагическим событиям августа 2008 года. Почтить память жертв агрессии Грузии против Южной Осетии. В посольстве Южной Осетии в Абхазии пришли президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварча, премьер-министр Беслан Барцыц, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев, депутаты парламента, представители правительства Абхазии, общественность. Минутой молчания они почтили память жертв грузинской агрессии в августе 2008 года. Россия сыграла огромную роль в тот тяжелейший для юго-осетинского народа период. В Абхазии понимали, что такая же участь ждет и наш народ. Вот почему волевое решение, принятое руководством России в те роковые дни о принуждении Грузии к миру, фактически спасли наши народы от физического истребления. Финал разрушался, количество жертв росло с каждой минутой. Но в этих неравных условиях защитники Цхинвала, проявляя мужество и героизм, не дрогнули. Немногочисленные силы обороны Южной Осетии трое суток оказывали ожесточенное сопротивление. Расчеты агрессора превратить Южную Осетию в чистое поле за считанные часы не оправдались. Подтвердив статус великой державы, государства-гаранта и миротворца, защищающего жизнь своих соотечественников, руководство Российской Федерации приняло решение о проведении операции по принуждению к миру. Враг был разгромлен, и его остатки вытеснены за пределы Южной Осетии. Южная Осетия безгранично благодарна и никогда не забудет подвиг российских солдат и офицеров, пришедших на помощь Южной Осетии в самые тяжелые для нас августовские дни 2008 года. Этот скорбный день останется в памяти каждого осетина и абхаза, отметил президент Рауль Хаджимба. Минуло 9 лет со дня начала этих событий. Событий трагических для южноосетинского народа. Грузия в одночасье решила стереть с лица земли республику Южная Осетия. И все мы, кто здесь находится, понимаем прекрасно. Если бы это удалось там, то эта же участь ожидала и Абхазию. Но благодаря решительности руководства России, тем вооруженным силам, которые были в этот период применены для того, чтобы навести реальный порядок, противостоять агрессии Грузии, то как раз таки эта решимость и спасла Южную Осетию, и впоследствии дало возможности признания наших двух государств, за что мы благодарны российскому руководству,
Представители мирового сообщества, за исключением Российской Федерации, всячески игнорировали реальность, закрыв глаза на геноцид целого народа. Россия стала гарантом безопасности, встав на защиту исторической справедливости и неотчуждаемого права каждого народа на самоопределение двух народов. Российское руководство в те сложные дни приняло ответственное решение о проведении операции принуждения Грузии к миру только с одной целью, чтобы эти события больше никогда не повторились, чтобы над Южной Осетией, над Абхазией всегда было мирное небо, и чтобы жители этих республик, которые 26 августа того же года были официально признаны Российской Федерацией, всегда имели возможность конструктивно и продуктивно трудиться и развиваться. Многие абхазские общественные организации сегодня также почтили память погибших в Южной Осетии мирных жителей, российских солдат и выразили солидарность народу Южной Осетии. Рената Шакай, Тимур Гугухи, Абхазское телевидение. После взрыва в складских помещениях Министерства обороны Республики Абхазия отдельным службам Министерства обороны предстоит провести немало работ по обезвреживанию не разорвавшихся мин и снарядов, которые представляют угрозу для жизни. Также специальная комиссия администрации Гудаутского района на месте устанавливает размеры ущерба, нанесенного жителям села Приморское и Аци. Практически с первого момента здесь все время находятся сотрудники Минобороны и МЧС. Буквально вот 2 дня проводятся работы непосредственно на месте, где происходили взрывы. Вчера, например, целый день МЧС заливали водой этот объект и вывозили стрелковые оружия и боеприпасы, которые оставались на этом объекте. И с сегодняшнего дня начинается работа саперов по обезвреживанию данной местности, удалению мин. И, пользуясь моментом, я хочу обратиться к нашему населению. Значит, если есть вот такие моменты, места, где лежат мины, просьба сообщать в соответствующие службы, которые примут соответствующие меры по обезвреживанию этих мин. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с аварийно-восстановительными работами водовода, проводимыми фирмой «Сенс» по улице Бегуа и Имама Шамиля, 9 августа с 0 часов до 11 будет прекращена подача питьевой воды на Старом поселке, центральной и нагорной частях города в районе Виема. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночью 19-21, днем 27-29 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.